Здравствуйте. Большую часть сегодняшней передачи займет комментарий проституции. Такое вот впечатление складывается из-за того, видимо, что тема закрыта достаточно, что в отличие от других городов России, в нашем городе проституции как бы и нет вовсе. Между тем это совершенно не так. Но вначале несколько сообщений о наиболее заметных событиях дня. Здравствуйте. Сертификат на материнский капитал под номером 2 сегодня был вручен в Якутске. Его владелицей стала Евгения Ларионова. В самом начале года она родила второго ребенка и в соответствии с федеральным законом через 3 года получит 250 рублей безналично. А самый первый сертификат под номером 1, я имею в виду, кстати сказать, был на прошлой неделе, в конце недели вручен жительнице Жигянска. Интересно, а сбудутся ли прогнозы, что женщины теперь кинутся рожать, чтобы получить эти деньги? Месяцев через 9-8, по крайней мере, будет известно, станет известно. Но вообще, вот то, что касается уже родивших женщин, между прочим, несколько необычно то, что подали заявки вот на этот самый сертификат всего только 13 человек по всей республике. В Якутске продолжаются разбирательства в связи с массовой дракой в рабочем городке на этой неделе. По неофициальной информации, стенка на стенку пошли несколько десятков подростков 4 школ и одного среднеспециального учебного заведения. Причиной драки послужили неприязненные отношения 2 школьников. Окажется, ведь совсем недавно общественность достаточно широко так обсуждала подобное же ЧП, но только в центре города. Честно говоря, мне остается непонятным, почему эти происшествия получают такой общественный резонанс широкий. Потому что эти драки всегда были, и они есть, но почему-то раньше о них столько не говорили. На очереди 2 новости о кадровых назначениях. Людмила Горева сохранила за собой пост председателя Верховного суда Якутии. Накануне в Москве Высшая квалификационная коллегия судей России приняла решение рекомендовать президенту Путину сохранить за Горевой ее нынешний пост. Следующее кадровое сообщение пришло также из Москвы. Накануне в Москве президиумом Генерального совета партии Илья Михальчук был назначен заместителем председателя Межрегиональной координационной комиссии «Единой России» в Дальневосточном округе. И, между прочим, это ведь совершенно не вписывается в прогнозы, ожидания, по крайней мере, в нашей республике, что в политическое, партийное будущее Михальчука. Вполне возможно, что это свидетельство прогнозов относительно того, что Кремль заинтересован в создании своего рода второго центра власти. Да, в нашей республике, видимо, так. На очереди неожиданное для меня сообщение. Информационное агентство «Саха-Ньюс» сообщило сегодня, что бывший спикер Госсобрания Николай Соломов, отбывающий заключение в колонии за убийство жены, сейчас находится в отпуске в Якутске. За примерное поведение ему администрации учреждения был предоставлен 12-суточный отпуск. А в этом сообщении ничего не говорится там об оплате проезда? Нет, а о какой оплате? Но дело в том, что по действующему положению администрация учреждения исправительного обязана ведь вообще оплачивать проезд к месту отпуска, вернее, заключенным, ну и обратно, соответственно, тоже. А Соломов, напомню, отбывает наказание, хотя и в пригороде, но все-таки в Табаге, надо ехать на автобусе. Кстати, если бы отпуск был длиннее, то он бы успел принять участие в сессии Госсобрания, ведь он до сих пор является депутатом. И хорошая новость в завершении этой подборки. Пресс-служба компании «Саха-Телеком» опровергла вчерашнее мое утверждение относительно тарифного плана «Комбинированный». Пресс-служба сообщает, что никакого деления по дням месяца оплаченных, включенных в оплату, вернее сказать, по этому тарифному плану 520 минут разбиваться по дням месяца не будет. И поэтому абоненты по данному тарифному плану могут пользоваться бесплатным трафиком в течение всего месяца произвольно. Когда мне доводится видеть по российским телевизионным каналам репортажи либо комментарии относительно проституции, то у меня каждый раз возникает вопрос, а у нас-то ситуация какая в Якутске? И вот сейчас даже пытаюсь вспомнить хотя бы одну публикацию в электронных средствах массовой информации на эту тему, и ничего не приходит на память совершенно. Видимо, их все-таки на самом деле не бывает. Хотя я, да, наверное, и вы прекрасно знаем, что порог этот открыто и достаточно широко, можно сказать, шагает по нашему городу. Но у нас об этом не принято говорить. И надо сказать, что, увы, но это вот такой обет молчания, что ли, он вполне согласуется с пуританской моралью, которая сейчас господствует в нашем обществе. Наиболее активные представители общества сейчас ратуют за телесное, за духовное возрождение, оздоровление. И вот такое пятно на теле, скажем так, общества, оно, конечно же, им ни к чему. Вот и создается, наверное, поэтому впечатление, что ни власти, ни общество с этим пороком не борются и не замечают его. Нет, скорее всего, обращают, потому что случай был такой, что за крышевание вот именно милиционерами и с ними
посадили. Даже наш родственник один попал под раздачу, как называется. И А что там громкое. Ну, ему пришили как вроде сутенерство. И он даже срок уже отсидел, уже вышел. Вот. А сутенерство, то есть он реально содержал притон какой-то, что Он ли? не содержал, он их развозил, привозил, и в его обязанности также входило собирание денег с клиента. Ну и Что. получилось, конечно, как сутенерство. А вообще, вот если так попробовать вот с такой с житейской точки зрения посмотреть, это сильно распространенное зло, это думаете, нет? Да. Как? Да? Да. Очень сильно. У нас тупиковый двор. То есть Закрытый. он закрытый и есть карман. Очень удобный такой, знаешь, с высоким забором. Очень удобно. Очень удобный, вот именно и очень удобный, потому что практически в центре города заезжает машина в этот тупик, в этот карман, Мгм. и там что только не происходит. Дело в том, что они, видимо, и снимают-то их не тут, не в нашем дворе, а где-то совсем рядом. Ну, как потом, значит, мне знающие сказали, что около драматического театра снимается дама, Мгм. и в машине, значит, она обслуживает от 1 и до 3, сколько там вместится в эту машину. И все это происходит в этом дворе. В общем, когда вечером... Под окнами. Под окнами. И вечером или утром выходишь выносить мусор, там ужас, там все в этих презервативах. Так дело в том, что если она привозит не одного, ее берут не в складчину, вот осенью это очень часто, знаешь, студенты в складчину ее покупают, 3-4 человека. Мгм. И вот эти, значит, если трое, с одним она работает, а двое сидят, знаешь, около этого забора, как воробьишечки, поджавшие коленки, то есть очереди своей. Первое время я даже обращалась в милицию, потому что, во-первых, это начинается в темное время суток, ну как, порой даже с 9 вечера. Мгм. И вот эта машина, не одна и та же машина, но одна и та же дама может быть. Приезжает до 2-3 часов ночи, вот и считай, если она работает, это, по 7 минут, мы даже с мужем засекали, 7 минут у нее на клиента, значит, да, она может немерено раз сюда приехать, в этот двор. Мгм. Я вызывала милицию, бесполезно, они даже не приезжали. А говорили, что? Ничего не тяжело. говорили, ждите, ну, в общем-то, ведь это же не так мешает, это не драка, Не это не опасно. разбой, Ну это да. не опасно для человеческой жизни. Просто я говорила о том, что ведь у нас двор и дети, и ведь, извините, в летнее время суток не могу же я в 8 увезти ребенка и больше его не выводить. И не могу я сказать, не смотри в окошко, Ну да. туда не ходи, сюда не смотри. Нельзя запретить. А потом, ну ладно, там маленького ребенка можно не выпустить. Дети-подростки, которые собираются во дворе, они тоже могут стать свидетелями всего этого безобразия. Ну почему могут? Скорее всего, и видели. Ну, видели и знают. Во-первых, Очевидно. с многоэтажных домов это все прекрасно видно. Да? Да, с нашего 3-го, а рядом, считай, 5-этажки, все прекрасно все это видят. Для чего приезжают машины, почему они уезжают, иногда 2 машины стоит. Поэтому, ты знаешь, видимо, и все так. И не очень хотят связываться. И у меня у знакомой, ну как это, горе, наверное, то, что девочка вот, тоже сначала здесь, когда, знаешь, только пик был вот этих частных автобусов. Мгм. Вот эту несовершеннолетнюю девочку ее тягали по этим автобусам. А С ее потом- согласия. Ну, естественно. Ну то есть она как бы работала таким образом, Да, она таким образом работала, а потом ее даже увезли. Она некоторое время в Москве работала таким же образом. Мгм. А увезли кто? Увезли, вот прикинь, без паспорта, без всего, несовершеннолетнюю, какой-то дяденька. Вот представь себе, какие связи, знаешь, что провести в самолете. Ну, Ну ладно, да. не в самолете, ну, допустим, на машине, там, Тында, Нерюнгри, куда-то, да. А поезд теперь все равно же с паспортом. Да, билет. Провезли. И вернули обратно-то? Вот ты знаешь, она там, по-моему, около 3 лет была. Здесь вот они ее и в розыск хотели подавать, и, знаешь, программу «Жди меня» и везде. Но потом она дала о себе знать, что, ну, видимо, повзрослела. Переправили ей туда паспорт. Вот, ты знаешь... Но она устроилась, в конце концов, хоть как-то в жизни-то, нет? Неизвестно? Или так и продолжается этим Нет, бизнесом она заниматься? приехала сюда. Она приехала сюда. Вернулась. Вернулась. Ну, как... В общем, живет нормально, так скажем. А вообще это действительно очень грязно все это.
Ну, если бы, я тебе говорю, больше занимались этим, Ну, ваши бы слова, да богу, в уши, как говорится. ясно. Все равно и будут возить из Благовещенска это всюду. Несмотря на все вот это зло, свое зло, проституция, наверное, все-таки так же неизбежна, как, скажем, мороз зимой, либо ливень летом. Психологи, так те, например, вообще утверждают, что это необходимое совершенно средство для выхода животных инстинктов для человека. И пусть выходит, наверное, не дело государства вмешиваться в этот процесс. Но, однако, до тех пор, пока в этот процесс не вклиниваются какие-то чиновники, служащие государственные либо муниципальные, которые в силу своих служебных полномочий начинают злоупотреблять этими своими полномочиями и превращают, по сути дела, этот порог в своего рода бизнес. На сегодня все. До свидания.